В прямом эфире «Чеченские вести». Я Рамзан Абуев и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится пятница, 31 января. Актуальные темы экономики. Вопросы инвестиционной деятельности, соблюдения налоговой нагрузки подрядными организациями обсуждали на заседании правительства под председательством Магомеда Даудова. Дорогу к выздоровлению. Социальный фонд России располагает 12 реабилитационными центрами в различных регионах России. С начала этого года ветераны СВО имеют право на бесплатное санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию. Как получить путевку? Суровый бой ведет ледовая дружина. Смысл игры тот же самый, но отличие в способе передвижения по льду. В Грозном провели мастер-класс по следж-хоккею. Все тонкости игры выясняла Медина Мударова. Председатель правительства Магомед Даудов провел совещание, посвященное вопросам развития инвестиционной деятельности, соблюдения налоговой нагрузки подрядными организациями и ликвидности объектов приватизации. Объем инвестиций в основной капитал по итогам 9 месяцев 2024 года вырос на 27% в сравнении с аналогичным периодом 2023. За это время реализовано 160 инвестпроектов и создано более 1500 рабочих мест. Вместе с тем продолжается активная реализация 5 прорывных проектов, включенных в модель экономического развития республики, оказывается необходимая поддержка субъектам предпринимательской деятельности. Также участники подробно обсудили и соблюдение рекомендуемой среднеотраслевой налоговой нагрузки подрядными организациями, финансируемыми за счет бюджетных средств. В этом направлении ведется качественная работа. Ветераны специальной военной операции имеют право на бесплатное санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию. Чеченское отделение Социального фонда России обеспечивает индивидуальное сопровождение участников на всех этапах. Продолжительность восстановления составляет до 21 дня и устанавливается на основании медпоказаний. Как получить направление, выясняла Мадина Нусалчиева. С 2025 года ветераны СВО смогут получить услуги по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению в подведомственных социальному фонду реабилитационных центрах. Длительность реабилитации составит до 25 дней, санаторно-курортного лечения до 21 дня. Пройти последнее можно будет раз в год. Социальный фонд России располагает 12 реабилитационными центрами в различных регионах России. И пройти санаторно-курортное лечение можно в любом из них. В сегодняшний день критерии предполагают только наличие статуса участника СВО, и при этом он должен быть демобилизованным, недействующим сотрудником Минобороны. При направлении в реабилитационные центры будут учитываться данные медико-социальной экспертизы о состоянии здоровья ветерана. Если он ранее не проходил освидетельствование и не имеет инвалидности, в центре проведут диагностику и самостоятельно назначат курс лечения. Супьян Баширов отправился в зону СВО как доброволец в 2022 году. Ему было предложено в числе первых пройти лечение в центре реабилитации. Выбрать, где именно будет проходить его восстановление, Супьян мог сам. Поездкой он остался более чем доволен. Цигацавиан чанхаим кварта амасерно дикицохолу мелделанерм шкиекихол ца проблема оч царких тома чехкахкан қиден да хажи чодик принаттир ца дödlilatsa dizi qitsa dizi dazdin lilosh dörtsiga да дикса да и хазличенишим масон проверка и харжа леран дуқайрш ас Волгоград харжнер хундаш социга дюш холоса да ностальгия ерцигвали ерсонас и харжнер одик санаторий и познался неох санаторий дик лёрш порцига проверка дик йор полная
Анализ церцахун снимок шавар, идек массома. Подать заявление на получение лечения можно будет во всех клиентских службах фонда и многофункциональных центрах, оказывающих такую услугу. С февраля также появится возможность подать заявление и через портал госуслуг. Решение по заявлению специалисты примут в течение 2 рабочих дней. Участники СВО со званием Героя России или же инвалидностью первой группы получат право на внеочередное направление на лечение. Соцфонд будет сопровождать их на всех этапах. Также возьмет денежные расходы к месту лечения и обратно на себя. Мадина Нуцалчиева, Алисхан Кацулов, Сайцельм Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. Бойцы полка Ахмат Чечня действуют на самых опасных и ответственных участках линии боевого соприкосновения. Круглосуточная разведка, корректировка артиллерийского огня и сбросы снарядов. Задачи БПЛА на фронте разнообразные. Благодаря пилотам дронов разрушаются укрепления противника, техника выводится из строя, под постоянным давлением находятся пути подкрепления. Результаты на передовой достигаются благодаря взаимодействию всех подразделений армии. Открытый мастер-класс по слэдж-хоккею провели в Грозном. Попробовать свои силы на льду смогли все желающие. Это паралимпийский вид спорта предполагает использование 2 клюшек для передвижения по ледовой арене, а вместо коньков – сани. Тонкости игры постигала и Медина Мударова. Проблемы с опорно-двигательным аппаратом еще не повод не играть в хоккей, так считает и Мухаммед Гамзатханов. Уже полгода парень посещает занятия по слэдж-хоккею в Грозном. За это время успел поучаствовать в различных соревнованиях и даже занять призовые места. Мои первые соревнования были в Нижнем Новгороде. Мы туда ехали играть за Метеор, город Новокузнецк. И мы 3 матча выиграли. Последний матч проиграли. Я первый раз ехал, я никакие правила, ничего не знал. А сейчас уже все правила тоже знаю, все знаю. Слэдж-хоккей от обычного почти не отличается, но требует огромной физической нагрузки. Двигаются игроки по полю с помощью специальных саней, передают шайбу клюшками и пытаются забить как можно больше голов в ворота соперника. А смысл игры тот же самый, но отличие в способе передвижения по льду. Вместо коньков у хоккеистов сани с полозьями. В снаряжение также входят 2 клюшки. Один конец с металлическими насадками в виде зубьев для отталкивания от льда, а второй конец используется для удара по шайбе. В Чеченской Республике занятия по слэдж-хоккею стартовали в феврале 2023 года. В команде уже 17 человек. Их количество постоянно растет. Тренируют детей высококвалифицированные специалисты. Айваз Бекмурзин – помощник главного тренера команды «Сиежар» города Саранск. Приехала в Грозный, чтобы провести мастер-класс и успела оценить умения ребят. Посмотреть на детишек, показать им какие-то новые упражнения. В принципе, составить им какую-то конкуренцию на льду. Для того времени, сколько существует команда, очень даже неплохо. Да, есть конкретные моменты, где нужно усиливаться, но самое главное, я увидел это желание у детей. Появление команды стало возможным благодаря проекту «Больше, чем спорт». География слэдж-хоккея постоянно растет. На карте автономной некоммерческой организации появляется все больше городов. Множество родителей отдают детей именно в этот вид спорта. Мы пришли в этот спорт совершенно случайно. Нам предложил подружка. Я говорю, быть или не быть, но мы пришли, нас так это захватило. Когда ему предложили место вратаря, было тяжеловато, где-то что-то не получалось, потом потихоньку все. А сейчас он уже, как говорит, мама, вратарь – это 50% команды. Ему очень нравится, очень классно. Тренировочный процесс адаптируется к индивидуальным потребностям каждого участника, обеспечивает безопасность и комфорт. Посещать бесплатные занятия могут дети от 6 лет с нарушением опорно-двигательного аппарата. Тренировки проходят 2 раза в неделю, каждому игроку выдается необходимый инвентарь и предоставляется шанс показать себя на льду. Для детей с ограниченными возможностями здоровья также создаются условия для полноценного участия во всех творческих мероприятиях. Ребята могут проявлять себя в разных сферах деятельности, посещать разнообразные творческие занятия, включая и мастер-классы по рисованию. Здесь они развивают свои навыки и творческий потенциал. Стоит отметить, что для участников команды подобные мероприятия проводятся регулярно. Медина Мударова, Алисхан Кацулов, Сайдамин Мусаев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Битва интеллектуалов состоялась в Театре юного зрителя с участием детей военнослужащих СВО. Вопросы самые разнообразные и не всегда легкие, но игроки старались ответить на каждый из них.
Касались они истории театра и города Грозного. В напряженной квиз-битве определились победители, с которыми нас познакомит Лимда Джамалдинова. В увлекательной викторине, приуроченной году культурной столицы России города Грозного, было задействовано около 20 детей, участников специальной военной операции. Такое мероприятие, все, что мы делаем в нашем театре, в частности, сегодняшняя викторина, это все по инициативе вице-премьера Айшат Рамзановны Кадырова у нас проходит. И мы ежемесячно будем такие викторины проводить с привлечением вот такой целевой аудитории. В рамках сегодняшнего мероприятия состоялась ознакомительная экскурсия. И в данный момент ребята участвуют в самой викторине. Отобрано очень много интересных вопросов. И для них подготовлены сегодня ценные призы. Далее участники перебрались в уютный зал, где им предстояло пройти тест. Вопросы охватили широкий спектр тем, от истории театра до культурной жизни Грозного. По итогам были определены 3 призовых места для самых внимательных и активных. Победители получили подарки, а все участники по 3 билета для посещения спектаклей. Честно, вопросы были очень легкими и было очень интересно. Заняла 1 место, и мне подарили вот такой планшет. Честно, было очень приятно и интересно. Да, интересно. Поддержка детей-участников специальной военной операции является важным приоритетом для руководства Чеченской Республики. Это не только проявление заботы, но и вклад в создание стабильного и гармоничного общества. КВС стал отличной возможностью для развития критического мышления. Анализируя вопросы и выбирая правильные ответы, дети учились делать выводы и обосновывать свои решения. Этот навык будет полезен им не только в учебе, но и в жизни. Лимда Джамалдинова, Ислам Нацуров, Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах Вайнаха в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.